Утро, мы собираемся на Иссык-Куль. Запаковались, двигаемся. Хотим просто вдвоем поехать, сделать для вас рецепт и очередную локацию вам показать, крутейшую. Встали пораньше, в 6 утра, чтобы выехать, потому что ехать 4 часа и быть уже днем в обед где-то там на Иссык-Куле. Так что всем доброе утро. Надеюсь, нас сегодня ждет очень интересное приключение. Так, мы уже на Объездном, это прямая дорога до Иссык-Куля. Сейчас мы встречаемся с одноклассником Ильясом, который вы уже знаете по серии походов в водопад. Он со своими детьми, с семьей всей, какую-то локацию выберем, вместе будем тусовать. И сегодня приготовим такое мощное, летнее, такое сочное, вкусное блюдо дым-дома. Это вот как раз таки то время, сейчас, когда свежее мясо возьмем, овощи, все поспели, свеженькое, все с огорода. Это просто буйство красок во рту, аромат, это великолепное блюдо. Сегодня такое сделаем, как раз большая компания. Найдем, где заселиться, и там обязательно в Кыргызстане в любом месте очок есть, казан есть большой. И там мы такое блюдо сотворим. И завтра уже с Игорем уедем в горы. Одна локация есть крутая, хочу до туда доехать. И там в полной мере покажем потенциал нашего автомобиля экспедиционного, который мы построили, закончили, которого вы можете заказать пока что у меня в инстаграме через директ, либо напишите в комментариях в ютубе, и я с вами свяжусь. Машина полностью готова, в машине все есть. В этой серии мы как раз продемонстрируем вам его возможности. Вот они, друзья детства, школьники, одноклассники. Есть такая поговорка, что если рядом с тобой есть друг, с которым вы вместе ходили в школу, то ты очень богатый человек. Вот Мирлан, у него таких друзей 5-6, я уже только я еще встретил. Даже больше, наверное. Нифига, миллионер, да? У меня тоже есть как минимум 2 друга. Убираем дыньку, как я тут раз говорил. Тоже сладкий запах. Вот один этот возьмем. Зачем ей готовить? Это прелесть среднеазиатских стран, что все овощи, фрукты тут настоящие. Они что, по разной цене, да, или одинаково? Берите по одинаково. Вы много берете, я вам скажу. 3 таких, 2 таких, 3 таких, 1 красный. 4? 3. Проезжаем по Казахстану кусочек. Хаттама блюдо. Горяченький каттама. Блюдо, это хлеб. Слоёное тесто. Вот это делаю вот так. И вот так с каймаком. Вот так смачненько. Потерпите немножко, остынет. Не можем терпеть. Надо горячим кушать его. Султан, что с тобой? Тебя оторвать? Вот за это я люблю Кыргызстан, за разные вкусняхи, в том числе и за это.
Заехали взять рыбки вкусной, копченой. Эту вкуснятину форель мы покупаем за 1550 сомов. Раньше вот этот рынка не было, люди стояли возле дороги, и там пробку создавали, и неудобно было, плюс дорожные пыли. Сейчас все облагораживается, такой прекрасный рынок, атмосферно сделанный. Мне очень нравится, что развивается вся инфраструктура. Это удобно и для туристов, и для самых местных жителей, чтобы так с приятных, хороших, удобных точек торговать. Угощайся. Это вот самые-самые известные местные сыкульские абрикосы. Они от урюка отличаются. Там еще Абрикосы большие есть. они крупные, Но они это оптом. сочные, мощные. Настолько она сладкая просто. Она даже не Короче, с пыль. все, которые приезжают в Иссык-Куль, самое главное правило помните. Абрикос кушаете, она сладкая, невозможно остановиться. Самое главное, после него сырую воду не пить. Иначе Решил? Воду не пить. с белым троном у вас будет дружеский вечер целый день. Можно и целый. С местами, конечно, не так уж и просто оказалось в это время. Очень забиты все домики, забронированы, но нашли замечательное место. Номера нормально уютные, трехместные. Нам сегодня, уставшие с дороги, для удобства всех в номере, очень хорошо. Самое главное, моя радость, это охеренный казан большой, вот с такой зоной. Мы сейчас будем готовить мясо. Как обещал, дым-дома будет. Смотрите, какая красота. Сейчас как раз на большую компанию полный казан дым-домы положен. Здесь сейчас должны топчан установить. Будем сидеть с неплохим видом на озеро. И тут есть тропинка. Можно прям рядышком пройти. Не первая линия, но вот через дорогу и уже все, пляж. Это у нас южная сторона озера Иссык-Куль. Дорога заняла... Мы выехали в 9 где-то из города, сейчас 4 часа дня. Час на обед ушло у нас. Сейчас мы приехали в 3, и час у нас ушло обзванивать. Это к слову тому, что если хотите на южный берег, именно Каджисай, дикарем тут не получится, надо сначала обзванивать. В пятницу, субботу, воскресенье по-любому все занято. Поэтому заранее обзвонить, договориться и забронировать. Нам, считай, повезло, что у нас сегодня четверг и какие-то места свободны. Ну, будние дни можно как-то найти, а вот выходные навряд ли. Барашек. Вот тут можно тоже посидеть. Шейная часть и реберная часть, это очень хорошо подходит под такое блюдо. Вот эта реберная часть, это пистолетики, как раз таки у меня на канале есть рецепты, как без маринада бараньи ребрышки жарить, шашлыки делать. Сейчас у нас совсем другое блюдо. Раньше в моем детстве мы только летом готовили такое блюдо, потому что летом только был доступ к овощам, помидорам, огурцам, болгарским перцам. Сейчас есть таким продуктам круглогодичный доступ, но вот то, что который зимой продается, с них не тот вкус получается. Тут прям сам Бог велел летом такое готовить. Сюда. С этих кусков вот эти реберный жир отделяем, потому что нам надо, мы никакого масла не будем использовать, только свое. Мы дно казана ими будем застилать сейчас кусочками. Здесь
Тоже забираем это. Верхний слой немножко чистим. Если кто не знает, как чистить кукурузу, очень просто. В детстве так аккуратно открывали. Ну, сестры так играли. Типа, получается, вот это юбка. Так, это вот так. Ручки. Так, и вот волосы. И вот так кукла была. Ну все, мы сейчас слоями будем укладывать в казан. Дым-дома начинается как бы с холодного казана. Жирком вниз это укладываем, чтобы на начальном этапе этот жир вытопился. Подсолить эту историю, чтобы эти выжирки были вкусные, и они всему блюду аромат будет давать. Далее закидываем мясо. Вот жир, раз, жир, два. Так жирком вот так вниз. У кого жирка нету, серединку. Предвкушая вкус этого блюда, аж душа петь хочет. Надо мясо посолить хорошенечко. Потому что вот на дне казана все свои продукты, все продукты соки выделяют, в том числе мясо. И это будет основа вкуса всего нашего блюда. Лук очень хорошо играет в этом блюде. Вот так полукольцами. Как будто бы лука много, но это будет сок. Вот так одну морковку на 4 части. Очень сладко. Тут надо тоже помидорчики посолить, перчики. Будет еще круто, если вот перчики нафаршировать. У меня же на канале есть блюдо, когда мы утки фаршировали. Вот. Полуостренькие целиком. Вот представьте, да, мясо, вкус вот этих всех овощей, насколько она будет вкусная. Кукурузу считаем количество наших едоков. Вот так. Сейчас надо пойти картошку почистить, картошку уложить и сверху закрыть капустой. И чем примечательно еще это блюдо, то что на большую компанию готовить очень удобно. Ты тратишь буквально полчаса, заложил в казан, и можно пойти с компанией тусить уже там. У нас сейчас на перекус есть прекрасная копченая форель. Форельку пока поедим и пойдем купаться. Фрукты можно все мыть. Она охеренно вкусно готовит. Любой ребенок. Вот я вот сейчас без лишней скромности говорю. Не настолько, как я, дюэсен, да? Больше импульсивность, больше экспириенса. Себя недооцениваешь? Не, я как вкусно трактирую. Это он на комплимент нарывается. Не, я серьезно говорю, она очень вкусно готовит. Так, машина без пакет гелевал туда мaraч. А хлеб нашли? Не на кухне. А фильм вот рак солнце. Так, у нас 8 человек. Подарок. Картошку побольше. Дети все любят картошку. Крупненько вот так на 4 части. Можно вот так покрасивше вдоль. Тогда красиво будет. Все закидываем. Это блюдо очень распространенное именно в Средней Азии. Узбеков и у азербайджанцев это называется, по-моему, басма. Потому что как бы все положил и сверху закрыл. У нас дым-дома в прилегающих границах Узбекистана с Кыргызстаном думляма называется. И нечто похожее на балканской кухне есть. Ну вот где мясо и много всяко разных овощей.
там это блюдо готовится. Вы просто сейчас вдумайтесь, сколько аромата вот это все, потом они поженятся. И это все будет в собственном соку 1,5 часа томиться. Только не вздумайте, если это блюдо будете готовить, добавлять всякие приправы, какие-то специи. Это блюдо вообще не терпит такое. Это блюдо, она должна быть свежая, вкусная. И вот перед капустой мы еще один раз картошечку посолим. На килограмм конечного вот этого блюда должно быть где-то столовая ложка. То есть у нас тут 3,5 килограмма мяса. Сейчас мы добавили около 2 килограммов картошек и около 2 килограммов всяких разных овощей. Соответственно, у нас получается сейчас где-то 5 столовых ложек смело можем добавлять соли. Так, капусту, ну, не стесняюсь, листиков 3-4 выберем. Разрезаем капусту вот так на 4 части. И вот такую часть берем. Прям вот так отслаиваем и начинаем закрывать. Она будет играть первую крышку. От него будет пар вниз уходить, все будет томиться. Когда на большой компании есть кто-то там диету держит, они могут отсюда только чисто овощи кушать. Да, все приятно. Чуть-чуть. Открываем через часа полтора. Ребят, самое главное, чуть не забыли. Ароматная зелень. Чтобы туда больше аромата проникло, давайте ее под капусту. Потом, кто зелень не любит, просто мы пучком этот зелень уберем и все. Арбузик. Кто не работает, да? Тот ест. Первый раз в жизни буду пробовать желтый арбуз. О, ничего себе. Прям как дыня. Вижу первый раз. Ну и будем пробовать первый раз. Арбузом Аромат прям сюда. Дыня. Дыника. Можно? Папа, отрезни Все, убирай. Полезнее, да? будем использовать метод якутских охотников. Якутский вариант, да? Метод якутских охотников сработало сразу. Без единой бумажки мы натопили. Сейчас закидываем дровишек. И все. Чуть-чуть раскочегарится. Добавляем. Ну, пока у нас аперитивчик. Сейчас самое время друзьям, которые к нам сегодня не приехали, записать кружочек. Ассаламу алейкум, джаматы. На бизбаштарлық құдақ қаласа. Маңдайлы отырамыз. Найла закан. Дымдаманы уже қазанға салып қойдық. Аяш молодец, аяш дымдаманы сон жасайды. Күшті. Умарчик, как с облегчением, брат? Ой, какие ароматы. Все, процесс идет так, как нам надо. Сейчас мы ничего не трогаем. Закрываем крышку. Закрываем поддувало. Все. Идем купаться. За отелем такой красивый фон. Горы. Ну, тут хорошо, конечно, такие домики арендовать, но это надо все делать заранее, не так спонтанно, как мы приехали, и вот прям классно. Оп, и берег. В южном берегу Сыкуля очень много таких деревьев. Это дикий абрикос. Они чуть-чуть кисловатые, чем обычные домашние.
но тем не менее вот так можно просто собрать. Вот так. Поесть. А снизу смотри сколько. А все это на берегу Сикуля. И никто вас за это солью стрелять не будет. Красота. Это вот тут сколько-то метров каменистая, а дальше такой песочек. Это, можно сказать, местный городской пляж. Тут в основном все собираются из ближайших деревень. Такое хорошее людное место. Вода прекрасная просто. В меру прохладненькая. И вот Иссык-Куль выглядит как бескрайнее море. Вообще того края берега не видно. Хотя там сквозь облака как будто бы просвечивают горы. Но сюда это не видно. И тут же на берегу множество юрт сдается. Можно снять в аренду. Ну, кто-то снимает под ларечек, а кто-то, в принципе, живет. Мне кажется, очень здорово. Мы с Мирланом в юртах еще не жили, но тоже планируем попробовать. Ну, он наверняка жил, я вот не жил. И вот, пожалуйста, Иссык-Куль прям рядом. Но мне очень хотелось бы проверить, как там. Все, мы накупались, назагорались. Как раз наша каттама, хотел сказать, забыл, как называется блюдо. Оно уже готово. Скорее всего, уже там либо томится. Наша дым-дома готова. Открываем, раскрываем. Красота. Самый верхний слой накладываем капусту. Так, там картошечки. Вот как послойно укладывали, так и послойно забираем с казана. Вот отличие таких очагов, что она очень теплоемкая. Мы ушли, подтопили, а она у нас держит. Чесночек сюда. Супчиком проливаем. Вот это мы ни капли воды не добавляли. Это все соки овощей, мясные. Иди сюда, назови. А Оливия где? Игорь, сейчас хозяйку угощаю. Иди ко мне. Кушать будешь? Просто бульон просто огонь, да?